Во Всемирный день туризма в Сыктывкаре наградили лучших фотографов Северного края. Конкурс-сезон фотоохоты на особо охраняемые природные территории проходит в республике с 2014 года. За 8 лет в нем приняли участие более 500 человек. Всего фотографий было получено около 2000. Кто в этом году сделал лучший снимок, расскажет Дарья Вологжанина. В объективе северная тайга и тундра, диковинные животные, краснокнижные растения, необычные реки и озера. Фотоконкурс, ставший за 8 лет традиционным. Он о привлечении внимания людей к проблемам экологии и сохранении биологического разнообразия Республики Коми, о воспитании бережного и внимательного отношения к природе. Снимки лягушек и бурых медведей перемешиваются с завораживающими пейзажами. С каждым годом работ все больше, участников тоже. Есть уже и постоянные. Как первый раз узнал в 2017 году, получается, первый раз узнал о проведении конкурса. И вот с того года каждый раз отправляю фотографии. Показывать красивые места республики, ну, если говорить там о пейзажах каких-нибудь, и необычных вот растениях, например, если это макро, да, потому что человек не всегда смотрит, так скажем, под ноги и не видит, что вот есть там, да, а вот макрофотографии помогают. Ну и красивые пейзажи у нас, их достаточно в Коми. Елена Николаевна по профессии ботаник, любит и изучает растения. Большое количество ее фотографий иллюстрирует Красную книгу Республики Коми. Участвует в конкурсе с самого его основания, с 2014 года. В основном под прицел объектива попадают редкие травы. В этом году решила поменять направление. Фотографировала озера Параськины и выиграла. Озер не так много. Озера у нас только представлены в горах, на полярном, приполярном Урале, ну и вот в поймах рек. В основном они такие не очень большие, северные, сильно зарастающие. А Параськины озера, они особенные, они карстовые, то есть образуются в результате карстовых провалов. То есть они очень интересные по форме и очень интересные по цвету. Цвет карстовых озер, это не только в Республике Коми, но и везде, он такой зеленый, синий. Они похожи на Байкал. И если у вас нет возможности поехать на Байкал, то у вас есть возможность приехать на наш маленький северный Байкал и посмотреть, как же все-таки выглядят вот такие вот глубокие озера. На Параськины озера, как на туристическое место, ставки большие. К их благоустройству подходят ответственно, с опытными дизайнерами. Тут и уличная арт-галерея, и эко-тропа. Теперь, когда объект имеет федеральный статус, развивать территорию намного проще. Вообще это отличная пропаганда, в первую очередь. Единственное, чтобы у данных снимков или у данных работ, фоторабот была доступность. То есть они должны быть общедоступными, они должны быть размещены во всех возможных источниках, и на всех площадках, где на сегодняшний день идут программы туристические, развития туризбизнеса, в том числе и при правительстве Республики Коми, чтобы как можно больше просвещения через эти работы шли уже тем людям, которые хотят посещать республику, которые видят смысл в туризме. К увеличению турпотока в республике подходит грамотно и технологично. О красотах Коми-края теперь есть даже аудиоподкасты. Путешествуем по республике Коми с известными людьми. Их создателем стала сотрудник Национальной библиотеки Коми Екатерина. В прошлом году она выиграла на Тавриде грант – 150 тысяч рублей на реализацию проекта. Теперь жители Коми с помощью аудиороликов могут узнать о тайнах корабельной чащи, царицы Урала горе Монорага, Параськиных озерах и реке Щугар. Когда мы плыли по Щугару, я впервые такое видела. Вот мы плывем, и впереди нас река, она неровная, она не горизонтальная, она действительно куда-то туда вниз уходит, как будто ты с горки едешь. С каждым годом туризм в Республике Коми набирает популярность. Самые посещаемые объекты, конечно, приполярный Урал и национальный парк Юга-2. Но не каждый имеет нужную физическую форму, чтобы отправиться в горы. А потому развивать в Коми нужно и более доступные для большинства направления. И республика уже идет этим путем. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.